Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Цифровой регион. В IT-парке столицы стартовал региональный этап открытого инновационного стартап-тура. Выбирают лучший проект Дальнего Востока. Что представят якутяне? Диалог с населениями и предприятиями. Рабочая группа правительства находится с отчетами в Ленском районе. Строительство остановилось, даже не начавшись. Обманутые дольщики компании «Черов и К» обсудили свой проблемный вопрос на заседании межведомственной рабочей группы. Какова ситуация и перспективы? Якутия мастеровая. Сегодня отмечается День народных мастеров республики. Прошел ряд мероприятий, состоялось шествие по центру столицы. Приятное с полезным. Женщины-автолюбители Якутии преодолевают маршрут Якутск-Таймылыр-Якутск. Какова главная миссия группы? В Якутске выбирают лучший стартап-проект Дальневосточного региона. В IT-парке столицы стартовал региональный этап открытого инновационного стартап-тура под названием «Цифровой регион». Всего было подано более 170 заявок, из них в финал прошли 30 проектов. Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Регион может получить лучшее технологию. Это вне зависимости, подавался он или не подавался. В этом году представители фонда Сколково надеются, что среди предложенных на суд жюри проектов найдутся хорошие идеи по развитию и освоению Арктики. У нас очень большая ставка на то, что мы найдем здесь проекты, которые подойдут новым трекам и новым интересам государства в области освоения Арктики. Естественно, ваши климатические условия очень сильно совпадают с тем, что мы ищем. И также рассчитываем получить интересные проекты в области биомедицины, сельского хозяйства в первую очередь, в области цифровых технологий, IT-проектов. А таких проектов сегодня здесь представлено немало. Команда Амурской области презентовал проект по энергосбережению. У нас примерно так же холодно, как у вас, большая часть времени в году. Поэтому для нас важна проблема дороговизны тепловой энергии. И мой проект как раз направлен на то, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Он из себя представляет солнечную батарею нового типа, которая именно относится к классу вакуумных коллекторов, предназначенных для выработки тепла. Среди молодых стартаперов из нашей республики тоже есть свои проекты, направленные на освоение Арктики. У нас сейчас существуют такие способы, как закачка попутно нефтяного газа обратно в пласт. Но это очень затратно, и поэтому мы предлагаем свой способ получения из попутного нефтяного газа газовых гидратов. Ребята свои проекты будут презентовать сегодня и завтра на суд жюри. И, как отметил министр по инновациям региона, в этом году среди участников чувствуется большая конкуренция. Проекты, которые представлены в этом году, очень сильные, и каждый достоин получить поддержку. И с каждым годом надо привыкать нашим ребятам, что конкуренция будет выше и выше. Но это хорошо, потому что рынок бизнеса тоже конкурентный, и мы готовим их на внешние рынки. И чем раньше они столкнутся с конкуренцией, тем лучше. Вообще понятие конкуренции в Якутии нам нужно развивать. И действительно, ведь победители этого стартап-тура получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей и возможность принять участие в программе «Старт» Фонда содействия инновациям, позволяющим получить 2 миллиона рублей на развитие своего проекта. Лучшие из них пройдут отбор в акселерационную программу B8, которая начнет действовать на базе якутского IT-парка уже в этом месяце. Мы сегодня уже IT-столица Дальнего Востока, и причем уже достаточно уверенно. В этом отношении никто уже с нами здесь практически не конкурирует. Наша задача стать одним из центров IT в нашей стране. Имена победителей будут озвучены уже завтра в первой половине дня. Лучшие из них получат путевки во всероссийский чемпионат стартап-проектов. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Резидент территории опережающего развития Южная Якутия. Угледобывающая компания «Колмар» планирует развивать туризм в Нейрунгре. Об этом заявила председатель Совета директоров компании Анна Цивилева. Компания уже построила рядом со своими ГОКами в Нейрунгре 3 гостиницы в стиле русских изб. По словам Цивилевой, они намерены тесно сотрудничать с главой района и с главой Якутии, чтобы вкладывались средства в Нейрунгре, в том числе в строительство полноценных гостиниц. Тем более, что интерес со стороны туристов есть. Также при участии компании идет модернизация аэропорта в Нейрунгре.
Колмар предоставил финансирование на разработку проектно-сметной документации. А в строительство аэропорта в Мирном компания «Алроса» вложит почти 10,5 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций в строительство нового аэропортового комплекса оценивается почти в 22 миллиарда. Современная воздушная гавань появится в Мирном в 2022 году. Новый аэропортовый комплекс будет расположен в 3 километрах от действующего аэропорта. Предусматривается строительство искусственной взлетно-посадочной полосы, перрона на 18 мест, стоянок воздушных судов разных классов, также аэровокзального комплекса проходной способностью в 300 пассажиров в час. Решить извечные и нерешаемые проблемы с такой целью приехала правительственная делегация республики в Ленский район. Возглавил ее куратор района, министр промышленности, геологии Якутии Максим Терещенко. Первая встреча прошла в Ленске. Впереди выезд в наследные муниципалитеты, но уже в городе были озвучены вопросы районного масштаба. Например, такие как взаимодействие с недропользователями, трудоустройство местного населения на предприятия нефтегазовой промышленности, проезд по технологическим дорогам и строительство аэропорта. В ближайшие дни, то есть я посещу ряд предприятий, помимо встреч с населением, то есть будут встречи на предприятиях. Активно хочу подключить их в разработку тех стратегий и планов по мероприятию развития промышленности, которые сегодня ведется, в том числе и Министерством промышленности и геологии республики. Помимо этого у нас регулярные встречи, когда руководство района находится в городе Якутске, мы проводим встречу там. У нас помимо есть телефонные контакты, конечно. И я отмечу, что представители компаний, в том числе, например, и лесопромышленного комплекса, то есть мы находимся на постоянном контакте, ищем возможные варианты для развития промышленности. К другим новостям. Как организована работа по уборке улиц города Якутска от снега? Справляются ли службы с поставленными планами и задачами? Репортаж Сусанны Рожиной. В большинстве люди жалуются на то, что на пешеходных дорожках скользко и тротуары завалены сугробами снега, которые мешают пройти. Эти же снежные завалы доставляют неудобства и автомобилистам, которые вынуждены совершать различные маневры, чтобы обойти их. Это два края же плохо чистят. Центр, чистят. Но оставляют по краям бугорки на ночь. И тоже это препятствует дорожному движению. Опасные маневры совершаем. Надо сразу бугорок сделали и сразу убрали, а не там оставлять. Ну, хотелось бы лучше. Чем? Почему? Ну, просто где-то есть места, где трудно пройти, как скользко там, например, снега много. Как же все-таки производится уборка улиц от снега? Расчистка улиц города Якутска от снега проводится в круглосуточном режиме в 2 смены. С 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Одновременно на линии работает 40 машин. Помимо очистки улицы от снега проводится и обсыпка песком, чтобы не было скользко. Еженедельно составляется план-график улиц, которые необходимо расчищать. А также на этой неделе уже началась подготовка к Кубку мира по вольной борьбе, и поэтому проводится чистка территории спортивного комплекса «Триумф». У нас заказчик есть, СГХ, дает список улиц на уборку снега, и по этому списку мы делаем график и согласуем с СГХ. И приступаем к работе. Каждая машина выезжает на линию с путевым листом, где указаны все адреса, которые должны быть убраны в течение рабочей смены. Дается задание, то есть улицы, на которые должна выезжать техника. И уже от этого смотрим. Если это очистка и подготовка тротуаров, пешеходных переходов, то уже, соответственно, там работает бригада рабочих и когда бобкэт, когда трактора. Если же это вывоз снега, то уже ставим туда каждому трактору по 2, по 3 самосвала. На всех машинах установлены GPS, то есть в любое время мы можем посмотреть, где находится данный автомобиль, который нас интересует. Весь собранный с улиц города снег поступает сюда, на специализированный полигон, который размещен рядом с горканалом. И потом здесь, пройдя двухэтапную очистку, снег, подтаявший, уже поступает в реку.
Специальный сотрудник на полигоне фиксирует каждую прибывшую машину и вносит данные в реестр, который сдается каждый день в конце смены. Следует отметить, что есть улицы, которые убираются раз в месяц, а есть магистральные, которые необходимо убирать каждую неделю. Из-за обилия снега в этом году городским службам работы не в проворот, и уже в период с января по март вывезено около 150 тысяч кубов снега, что уже составляет половину всего объема вывезенного снега за весь прошлый год. Но все равно в Якутске много мест, где очень скользко и опасно ходить. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. На служебную автомашину мэра Якутска Сардана Авксентьевой упал снег с крыши. Пострадавших нет. Случилось это во дворе дома по улице Пушкина, 12. Транспорту причинен ущерб, стоимость которого устанавливается. В данное время машина находится в ремонте. Автомобиль был застрахован по КАСКО, рассказали в управделами мэрии. По словам пресс-секретаря Авксентьевой Алексея Толстякова, сейчас мэр в отпуске. Машина используется как дежурный транспорт. Дом, с крыши которого упал снег, обслуживает управляющая компания «Альтаир». Обманутые дольщики компании Черов и К не согласны с предложением самим завершить строительство дома. Средства, которые будут нужны для завершения строительства в случае создания жилищно-строительного кооператива, будут неподъемными, даже с учетом государственной поддержки, уверены люди. Об этом дольщики заявили на заседании межведомственной рабочей группы. Проблема дольщиков 3 объектов компании Черов и К заключается в том, что строительство остановилось, даже не начавшись. С нулевого цикла возводить за собственные деньги дольщики не видят смысла, однако, по их мнению, есть другой способ выхода из этой ситуации. Компенсационного фонда НКО «Квадрат». И он подразумевает собой обременение одного из больших государственно-частных партнерств в сфере ЖКХ, там аварийное ветхое жилье. Там выделяется 60 миллиардов на 65 миллиардов. И обременить их 15% на компенсационный фонд. И из этого фонда уже решать проблемы обманутых дольщиков. Путем достройки домов. То есть не выделением денег, а путем достройки именно. В свою очередь, вице-премьер республики Кирилл Бычков пообещал дольщикам отдельно встретиться с ними уже на следующей неделе и рассмотреть их варианты вместе с юристами. Сейчас короткая пауза, 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Якутия мастеровая. Сегодня отмечается День народных мастеров республики. Прошел ряд мероприятий, состоялось шествие по центру столицы. Приятное с полезным. Женщины-автолюбители Якутии преодолевают маршруты Якутск, Таймылыр, Якутск. У них миссия. Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Сегодня отмечается День народных мастеров Якутии. К этой дате приурочили ряд мероприятий. В столице открыли выставку-ярмарку «Якутия мастеровая». Кроме того, состоялось шествие народных мастеров по центру города. По порядку и подробнее наш корреспондент Ульяна Шагина. Ножи, кухонная утварь, музыкальные инструменты, детские игрушки, украшения, национальная одежда. Все уникальные творения якутских умельцев и не перечислишь. Более 500 мастеров народного творчества со всех уголков Якутии выставили на суд зрителей все свои самые лучшие творения. Ну, это колесо от карниза, так, палочка от мороженого и зуботиски. Все двигается. Долго делается, да? Ну, где-то месяц. Народный мастер республики Василий Спиридонов участвует в выставке не в первый раз. Каждая его работа из дерева имеет свой уникальный неповторимый стиль. В каждом из них персонажи эпоса Ланхо, символы и обряды якутского народа. К примеру, это работа народного мастера Якутии Василия Спиридонова. Она называется «Рождение новой жизни». По поверью, если женщина притронется к этому оберегу, то в скором времени в семье появится маленький ребенок. Каждая работа мастера изготавливается как минимум полгода. К примеру, эта работа, она вырезана из березы и изготавливалась также полгода. Многих работ я оставил, потому что слишком тяжело их таскать. Поэтому вот такие мелочные работы. Но
такие весомые работы я принес. Выставка расположилась на 2 этажах. Все представленные здесь художественные промыслы являются эксклюзивными. Именно поэтому выставка-ярмарка вызывает у посетителей неподдельный интерес. Желающих полюбоваться на творения якутских мастеров пришло большое количество народу. Очень нужны такие выставки, потому что мастера хотят реализовать свой товар. Очень интересно. Вообще шитье всякие, ой, вообще не знаем, даже слов нет. Выставка-ярмарка приобрела такой размах, что сегодня не хватает мест для всех мастеров. Но все же для умельцев берестяных дел выделили отдельную комнату. Здесь представлена целая экспозиция внутреннего убранства якутской урасы. Свои работы выставили около 20 мастеров. Из бересты здесь не только посуда, но и женские аксессуары, обереги, панно и многое другое. В селе Бярия, откуда родом Варвара Тихоновна, этим видом искусства занимается 13 человек. Сегодня у них большие планы по восстановлению якутской урасы, которая была построена еще 200 лет тому назад. Представьте, какая это трудная работа. Вот каждый след иголки мы протыкаем шилом и после этого шьем. И каждую нитку сучиваем из конского волоса на своих ногах. Также более 1000 мастеров народного творчества приняли участие в праздничном шествии, которое прошло в столице по проспекту Ленина. Участники представили зимнюю одежду в национальном стиле не только народов Саха, но и коренных малочисленных народов Севера. Завершился праздничный день торжественным открытием выставки-ярмарки с праздничным концертом. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. День народного мастера отметили и в Алданском районе. Организовали выставку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, провели чествование и концерт. Сюжет Татьяны Вахниной. Берестяные корзины, обереги из кости, украшения из бисера, одежда и предметы быта. Великолепие шедевров, созданных руками алданских мастеров, раскинулось в одном из залов Дворца культуры. Выставка открыла празднование Дня народного мастера, который отмечается в Якутии с 2012 года. Коллекции украшений из бисера алданские мастерицы представляют не впервые. Венкийский орнамент, отличается тем от якутского. Например, вот этот же и венкийский, круглые, квадратики и трехугольные формы, да? А якутский орнамент, он в основном азиатский выходит, они же с Азии же. Наталья много лет занимается плетением. Шляпки, корзины, сувениры. В личной коллекции сотни изделий. Ранее Наталья, а по профессии она экономист, плела в свободное от основной работы время. Недавно учредила клуб мастериц, который объединил 17 рукодельниц. Представление творчества на выставке – первый масштабный выход клуба в люди. В том, что, вот вы знаете, нет соперников у нас. Потому что, как бы там ни было, вот возьмите мои работы плетения, и вот Светлана Владимировна плетения. Они разные. То есть вот даже та же корзинка, которую я сплету, и она сплетет, они будут абсолютно разные. У каждого свой характер, каждый свою изюминку дает. В Алданском районе звание мастера народных художественных промыслов Якутии имеют 9 человек. Своим праздником День народного мастера считают порядка 300 рукодельниц и умельцев. Цель у наших мастеров, у всех, сохранение и развитие народных, традиционных вот отраслей, да? И поэтому, что руками сделано, это, конечно, тепло, красиво и приятно. В рамках празднования Дня народного мастера состоятся мастер-классы и церемонии чествования рукодельниц. Завершится вечер праздничным концертом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии начинается весенний сезон экстремального путешествия. На этой неделе сразу несколько групп прибыли в столицу республики. Одна из них собирается достигнуть самой северной точки региона Чукотки – мыс Шилакский, тем самым войти в Книгу рекордов России. Как отметили организаторы этого проекта, экспедиция началась и закончится в Якутии. Подробности у Анастасии Даниловой. Друзья, мы находимся в Якутске, на земле Аланхо, и что могу сказать? Здесь говорить излишне. Слова такие: уруй, айхал, 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 ура! Команда прибыла на автомобилях Toyota Hilux и Toyota Fortuner из Иркутска. Всего они проедут около 10 тысяч километров. Маршрут экспедиции проложен по экранизированному роману Олега Куваева «Территория» и по фильму «Как я провел этим летом». Членам команды предстоит проехать по зимникам и замерзшим водным артериям нашей республики, Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Сейчас мы просто решили, воодушевившись фильмами двумя, решили проехать по зимникам, по обслуживаемым зимникам и показать народу, что туда тоже можно. Часто слышим, что это какой-то недоступный, страшный регион, куда невозможно попасть. Одна из наших целей – это показать, что не так все страшно, что по этим зимникам можно путешествовать на обычных автомобилях. Большая часть участников экспедиции в наших землях далеко не впервые. Богдан Балычев, известный автопутешественник, в Якутии уже в 4-й раз. Волей судьбы именно наш гостеприимный край, а конкретнее поселок Тикси, стал фундаментом создания его семьи. Много слов. Мне скажешь, да? Да? Многие девушки мечтают о том, чтобы им сделали предложение на море, на южном побережье, поэтому я выбрал необычное море и необычное южное побережье. Это было южное побережье моря Лаптевых. Для того, чтобы сделать предложение, я выбрал кольцо из якутского золота с якутским бриллиантом. И так получилось, что этот холодный регион, далекий регион, стал родным, близким, теплым для моей семьи. Я привез жену сюда, и я понимал, что она должна мне сказать «да» именно здесь. Если бы она сказала «нет», я бы, наверное, оставил бы ее в Тикси. В следующем году команда планирует отправиться в большую международную экспедицию, которая станет историческим событием и попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Что примечательно, часть маршрута пройдет по нашему региону. А уже завтра они начнут свой путь до мыса Шелакский. Анастасия Данилова, Григорий Охлопков, Якутск. Группе Ассоциации женщин-автолюбителей Якутии предстоит пройти маршрут Якутск-Таймылыр-Якутск. 2 марта они выехали из столицы республики и уже добрались до Мирного. Сюжет Марфирины Алексеевой. Ассоциация женщин-автолюбителей Якутии стала победителем в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Возрождение ЗОЖ в селе Таймылыр». На реализацию проекта выделен 1 миллион 200 тысяч рублей федеральных средств. Маршрут Якутск-Таймылыр-Якутск займет предварительно 21 день. 7 дней до финишной точки, 4 дня мероприятий в селе и 9 дней на обратную дорогу с остановками для ознакомления с местными достопримечательностями. Протяженность всего пути 5740 километров. С нами едет врач-нарколог. Мы будем желающих по возможности лечить от алкоголизма. Клубов нет, спортивных комплексов нет, мероприятий очень много. Через них дороги не проезжают, люди к ним не приезжают. Поэтому это мы считаем, что это очень тяжело. И стараемся им помочь. За 4 дня женщины проведут беседы, лекции, спортивные мероприятия. Они посетят семьи на выявление нуждающихся в выезде на медосмотр и помощь нарколога. Также посетят многодетные семьи, которым нужны стройматериалы на обустройство своих домов. Разные ситуации встречаются на дороге. В группе есть отвечающие за питание, медицинскую помощь, а также самые важные – женщины-механики. Садимся в разные машины и друг друга рассказываем, радуемся. Это как нас заряжает на год. После этого, после этих поездок экстремальных, мы домой приезжаем, и любые наши задачи, проблемы кажутся нам вообще ничто по сравнению с этим. Чтобы стать сильнее, умнее, добрее. И хотим тоже людям показать пример, чтобы друг другу помогали, ближнему помогали. В прошлом году клуб «Автоледи» успешно реализовал подобный проект в селе Кюсюр Булунского района. Ассоциация имеет клубы «Автоледи» в 13 улусах республики. За 16 лет деятельности девушки объездили весь мир и реализовали крупную автоэкспедицию «Кругосветка» за 80 дней. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе. До встречи.